уроженцы Ингушетии, вы в том числе, попали ли в зону действия радиации или участвовали в ликвидации последствий. Трагедия, унесшая тысячи жизней. Сегодня исполнилось 32 года со дня техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Именно в силу этого закона стало возможным то, что мы имеем свою республику, то, что мы самостоятельный народ. Справедливость восторжествовала. 27 лет исполняется со дня принятия самого гуманного закона в истории России. В первую очередь я буду познакомиться с очень многими новыми друзьями там из разных стран, из разных регионов России. Ингушетия принимает участников саммита молодых парламентариев 2018. Сегодня состоялся их заезд. По предварительным данным, виновных дорожно-транспортного происшествия является водитель ВАЗ-2109. Травмы, несовместимые с жизнью. В Гази-Юрте произошло ДТП со смертельным исходом. Проблемы есть, но все они решаемые. В сельском поселении Аршты прошел сход граждан. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. Глава республики встретился с членами общественных организаций «Союз Чернобыль» и «Союз чернобыльцев». Мероприятие приурочили к 32-й годовщине со дня трагических событий в Чернобыле. Инузбек Евкуров поблагодарил присутствующих за совершенный ими подвиг. Глава отметил, что сотни представителей Ингушетии мужественно выполнили тогда свой долг, многие из которых жертвовали собой, понимая, что последствия аварии должны быть устранены. Во что бы то ни стало, по мнению руководителя региона, в республике делается все возможное, чтобы никто из ликвидаторов Чернобыльской аварии не был незаслуженно забыт, чтобы они и их семьи получили от государства все, что им положено. Как 32 года произошла самая, наверное, страшная авария, не только в масштабах Советского Союза, мира того периода. Это авария на Чернобыльской атомной электростанции. По ряду причин, в том числе и жители Ингушетии, уроженцы Ингушетии, вы в том числе, попали ли в зону действия радиации или участвовали в ликвидации последствий. И тоже показатель того, что вся страна как одно целое участвовала в ликвидации последствий этой страшной аварии. Говоря о проблемах, которые были, конечно, мы должны и принимать активное участие в том, чтобы те, кто пострадал от этого направления, от этого воздействия, в последующем получали ту законную помощь, которую государство представляет. Хочу еще раз в годовщину этой трагической даты сказать вам всем спасибо, в вашем лице всем нашим ребятам, которые участвовали в ликвидации последствий той страшной аварии. Пожелать вам здоровья, успехов. 26 апреля 1986 года история разделилась на до и после Чернобыля. Техногенная катастрофа на атомной электростанции повлияла на судьбы миллионов людей. В память о погибших и пострадавших в результате катастрофы на мемориале памяти и славы в Насыркорте возложили цветы. Прошло 32 года со дня страшной аварии в Чернобыле. Возложить цветы и почтить память погибших на мемориальном комплексе собрались все члены регионального союза «Чернобыль». Они вспоминают, после техногенной катастрофы в город прибыли спасатели со всего союза. Из одной только ЧССР было призвано 1800 человек. Ингуши, чеченцы, русские и представители других национальностей. Юнус Ажигов – один из них. Я участвовал с мая месяца по июль месяц на самой станции. Я был руководитель группы, у меня было 16 человек. Мы непосредственно в третий энергоблок очищали от графита. Вся эта графит, это радиационная вся вот эта вот масса, уран.
Несмотря на всю опасность, спасатели работали у жерла реактора, пытаясь очистить крыши электростанции от радиоактивных завалов. По словам Юнуса, тогда они и не думали, что вернутся домой. Каждый выполнял свой долг. Каждый по 2 человека с дозиметрами на крышу поднимались и очищали графит, сбрасывали 4-й энергоблок, значит, там дыра была такая, что там оттуда тысячу рентген. Это очень опасная зона была. Ну, как-никак, как его сказать, на крыше я, наверное, около 4 часов повесил, потому что они останавливались. До того сильная радиация была. Самая крупная авария в истории атомной энергетики произошла ночью на 26 апреля. Причиной стал эксперимент, который производился тогда на атомной станции. До включения системы безопасности не хватило лишь пару секунд. В результате первый взрыв и разрушил 1000-тонную крышу реактора. Опасности подверглись 17 стран Европы. Из-за заражения окружающей среды люди навсегда покинули Чернобыль. А там люди есть? Да, поднимаем наш состав. Поднимаем, начальника поднял. Эта катастрофа забрала жизни многих ликвидаторов этой аварии. Доза облучения для них оказалась губительной, но они живы в памяти товарищей и родных. Чернобыльцев объединила общая трагедия. Они сегодня поддерживают друг друга, как тогда, в 86-м. Оказываем помощь нашим чернобыльцам, вдовам, участникам, детям. У кого какие возникают проблемы, защищаем их интересы, общаемся, обращаемся в разные министерства, ведомств, администрациях. Ну, как говорится, гуманность и милосердие. Что туда входит? Время не стерло в памяти миллионов людей подвиг военнослужащих, пожарных, энергетиков, атомщиков и тысячи других добровольцев. Они осознанно пошли на смерть, став символом мужества и жертвенности во имя сохранения будущего и грядущих поколений. Ната Евлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Этот день также вошел и в историю страны, а именно народов, подвергшихся репрессиям. Еще одним событием. 27 лет назад Верховным Советом РСФСР был принят закон о реабилитации репрессированных народов. Законодательный акт стал торжеством справедливости и первым шагом для нашего народа к достижению важнейшей цели – восстановлению ингушской государственности. Как в непростые для страны времена лучшие сыны нашего народа добивались принятия закона номер 2927, расскажет Ирина Тичоева. Самый гуманный законодательный акт современной России принимался в непростое время, когда людей переполняли эмоции. Народы, которые подверглись репрессии, требовали от власти признать, что они не преступники, и, наконец, снять с них это клеймо. Тем более, что даже из уст государственных деятелей Компартии Советского Союза приходилось не раз слышать, что нас не реабилитировали, а помиловали. Более того, появились политологи, которые оправдывали депортации целых народов. Тогда в условиях того времени закон стал признанием власти в содеянном преступном деянии, а для репрессированных народов тяжелой дорогой к счастливой жизни. Чувство радости и свободы от несправедливых обвинений. Теперь все будет по-другому. На душе стало легче. Дождались. Со дня принятия Верховным Советом РСФСР закона о реабилитации репрессированных народов прошло 27 лет. В 1991 году его подписал первый президент России Борис Ельцин. Не может быть неправого народа. Могут быть неправы руководители и их действия, но только не народ. Какой бы он малый ни был, малый, средний, большой, неважно, народ всегда прав. И то, что принял сейчас решение позавчера Верховный Совет Российской Федерации реабилитировать все репрессивные народы Российской Федерации, я вам об этом официально заявляю. Это значит, реабилитирован репрессивный ингушский народ. Важное историческое значение закона состоит в том, что он осудил репрессивную политику, практиковавшуюся на государственном уровне по отношению к целым народам. Его принятие стало важным политическим шагом, проложившим начало восстановления исторической справедливости в отношении всех депортированных народов. Закон этот определил организационные, правовые и иные условия и механизмы, направленные на осуществление вот этого сложного
большого и значимого процесса, которым является реабилитация целого народа, который подвергся и совершенно необоснованно, как указано в этом законе, незаконно подвергся вот этой тотальной депортации. И, конечно, мы должны отдавать дань уважения и этой дате, и тем людям, которые приняли вот этот очень важный и значимый для всех народов нашей страны закон. Сам исторический документ принимался усилиями видных ингушских деятелей, среди которых Бибулат Богатырев, Беслан Костоев, Муса Дарсигов, Ибрагим Костоев, Бексутан Сайнароев и Хамзат Фаргиев. Большой вклад здесь внесли и выдающиеся личности страны. Это патриарх Московский всея Руси Алексий, академик Дмитрий Лихачев, космонавты, писатели, общественные деятели. А решающую роль в создании республики сыграл человек из народа, настоящий патриот и сын своего народа Муса Дарсигов. Başlayalım, sınavız, ayaz, ahatın zırası. Oku yer, aha yer, rahat soğuk bahçe yeras, yes, ago yeras, klanında kerç doldu su yeras. Takıtsak diyor. Ya su armak yeras çür. Su armak yeras, udu yeras, kaz ne şu yasvan boşa. Mesela grubu yeras diyor. Ah yer diyor, kavali yer diyor. O dedi yeras. Мужской разговор. Милый Сергеевич, да, я не пришел раз, я пришел за весь народ. Нас обзывают, бандиты, нам генералу нету, полковники раз, генерал раз, это класс яхаш, даже раз, Советский Союз, масса будет доверие. Цад доверия после раз, КГБ, да, то есть раз был. Тот цендали, я бехдали, я беhdали, да. Я принимал участие, когда мы пошли Лихачеву, академику, который также написал свое обращение Верховному Совету, что надо принять этот закон. И вот от космонавтов, от религиозных деятелей, и мы все-таки сумели убедить, что этот закон надо принимать. И он был принят. Он был принят без единого возражения. Принятый закон для 13 репрессированных народов не просто документ, а акт справедливости, признание действий советской власти противоправными. Именно благодаря этому законодательному акту нам удалось возродить свою республику. Принятие этого закона, то, что мы сумели сделать свою республику, мы же видим, что мы самостоятельно. Сегодня в мире что творится? 20 миллионов, 30 миллионов народа ходят без какой-то государственности. У нас свое государство, свой гимн, своя республика. Мы хозяева своей жизни, получается. Я думаю, у нас именно вот в силу вот этого закона стало возможным то, что мы имеем свою республику, то, что мы самостоятельный народ, то, что мы являемся равноценным субъектом в созвездии, называемой Российская Федерация. Истина в том, что время все расставило по своим местам. Сегодня Ингушетия заявила о себе как полноправный субъект России со своей древней и богатой историей. И пусть тяжелые страницы остались в памяти, гордая и величественная республика своими успехами и достижениями доказывает это всему миру. Лина Цичоева, Новости 24. Памятному дню принятия закона о реабилитации репрессированных народов в спортивном клубе «Ади Ахмат» посвятили шахматный турнир под названием «Кубок дружбы». В Ингушетию съехались лучшие шахматисты со всех регионов СКФО. Подобный турнир уже проводился 2 года назад в Калмыкии, и наша делегация также принимала в нем участие. Всего на турнире съехались 8 команд по 4 человека в каждой. Соревнования проходят по правилам круговой системы, то есть все команды встречаются друг с другом, несмотря на расположение в турнирной таблице. Участникам необходимо сыграть 7 туров. Победитель в каждой партии приносит своей команде 2 очка, а за ничейный результат дается 1 балл. Это очень хорошо, что вот проводятся такие соревнования. То, что вот касается репрессий народов. У меня дед, например, тоже был репрессированный. Его в 30-е годы сослали в Архангельскую область, и он там и погиб. Естественно, вот те изменения, которые происходили в России, они очень негативно сказались на народах, которые вот, маленькие народы, которые очень сильно пострадали. Главной задачей, которую мы ставили перед собой, перед участниками турнира, это, будем так говорить, память о тех
представителей нашего народа, которые остались в депортации навечно. И второе, сделать максимум усилий для того, чтобы такая трагедия не стала повторяться возможно, чтобы не было этой трагедии. Несмотря на напряженный турнирный график, на соревнования приехал и гроссмейстер, чемпион Европы и Азии по шахматам Эрнесто Инаркиев. Он отметил важность проведения подобных турниров, понимая значение сегодняшней даты в истории репрессированных народов. Действительно важно об этом помнить, и важно это правильно осознать для того, чтобы дальше наша дружба у нас в стране была крепче, чтобы мы не косились друг на друга, да, там кто-то что-то сделал не так, а чтобы все было действительно искренне, честно, потому что все приехали, все поддержали нации, потому что все понимают, что это важно. У всех гостей есть истории семейные. Поэтому этот турнир «Кубок дружбы» мы назвали именно для того, чтобы смотреть правильно в будущее. По итогам этого турнира команды, показавшие лучшие результаты в каждом из 7 туров, получат ценные призы и грамоты. Всероссийский форум «Блогинг-2018» прошел в Ингушетии на высшем уровне. Слет блогеров проходил с 24 по 26 апреля. За это время участники форума успели посетить практически все достопримечательности как равнинной, так и горной Ингушетии. А сегодня, в последний день форума, участники встретились с инициатором форума, главой республики Юнузбеком Евкуровым, и поделились своими впечатлениями. Индира Манкиева расскажет. Пресс-тур «Блогинг-2018» подошел к концу. Участники подводят сегодня итоги своего небольшого путешествия по республике и делятся впечатлениями от увиденного с главой региона. Сегодня мы для себя открыли другую Ингушетию, которую раньше никогда не видели. Мы действительно считали, что Ингушетия представляет из себя не то, что мы увидели, а такой немножечко отсталый регион, в котором, скажем так, традиции и обычаи, которые есть, они несовместимы с европейской культурой, которая нам свойственна, как европейцам. Но сегодня мы приехали и увидели, что для европейца открыты двери Ингушетии, и мы очень рады понимать, что страна внутри страны, Российская Федерация, стерта границы. Я гражданин Украины, и Марк Еремин, он тоже гражданин Украины. И несмотря на это, мы живем в России и ведем бизнес в России, и ведем YouTube-канал в России. То есть у нас наша компания, она развивается в 7 странах на сегодняшний день, и мы имеем международное влияние на свою аудиторию. С большим удовольствием хочу констатировать, что в своем блоге мы с огромным удовольствием расскажем об Ингушетии и о вашем гостеприимстве. Идея проведения в республике форума «Блогинг-2018» изначально принадлежит Юнузбеку Евкурову. Как подчеркнул руководитель субъекта, сегодня социальные сети имеют большое влияние на политику всего мира. О туристическом потенциале и достоянии стран, субъектов или городов люди узнают именно через всемирную паутину. А по мнению главы, у нас как раз-таки есть что показать и чем гордиться. Когда мы показываем Ингушетию, свою республику, в том виде, который она есть, без всяких там показушных вещей. Вы, которые находитесь в регионах Российской Федерации, опять же понимаете, что Ингушетия – это такой же регион, как все регионы, со своими проблемами, плюсы, минусы. Вы больше сами, во-первых, понимаете, какая у нас огромная страна, какая культура, традиции, обычаи, которые совершенно не противоречат там каким-то федеральному законодательству. Ну и плюс через вас люди не только страны, но и во всем мире будут узнавать нашу страну все больше, лучше и ярче. А блогеры со своей стороны признали, что багаж воспоминаний у них просто переполнен. Каждый из них в обязательном порядке намерен вернуться вновь. Также они попросили Юнузбека Евкурова поговорить с главами других субъектов, чтобы те переняли опыт организации подобных пресс-туров. Для меня было удивлением, что у нас в России вот взяли и организовали такой, по сути, не форум больше, а пресс-тур такой. Такие мероприятия нужно организовывать часто, потому что у меня прошлое большое было с телевидением связано, и страны, которые пытаются организовать у себя туристический поток, они обычно организовывают такие вот пресс-туры. Да? Тоже возят, показывают свои красоты, и потом журналисты снимают и показывают на своих там, каналах, либо площадках, где они расположены. Вот круто, что
Вы первые, наверное, сделали в России такой ход. Диалог главы с блогерами выдался довольно-таки интересный. Обсудили самые разные темы. Напомню, что в течение 2 дней делегация блогеров успела побывать как на равнине, промышленных и сельскохозяйственных объектах, так и в горной части республики. О, это прям вот ради этого можно было приехать в Ингушетию. Прям переполняет горы, просторы, просто сумасшедшие впечатления, сумасшедшие ощущения. Очень хочется приехать снова, я просто поеду сюда на машине. Не будет никаких туристов, никого. Просто приехать, остановиться, чтобы никто не мигал, не звал никуда, не дергал. Просто чтобы время остановилось. Сесть и чтобы все остановилось. Вот. Спасибо большое. Обязательно. Пусть остановится время именно здесь и сейчас. Ну и как же без подарков? Известный дизайнер-модельер Иван Лашманов поднес всем участникам форума и главе региона презенты, изготовленные на его фирме. Так как вы у нас патриот, это одна из самых таких интересных коллекций моих, да? А кто у нас не патриот? Да, то есть президентский чехол. Это наше производство. То есть мы осваиваем и стараемся быть конкурентоспособными в Европе. И, конечно же, фотосессия. Сегодня блогеры уезжают, забрав с собой частичку нашей культуры и истории. Но, как говорится, обещали вернуться. Нидира Манкиева, Рамзан Миржоев, Новости 24. Не успели в Ингушетии проводить одних молодых активистов, как республика встречает новых гостей. Сегодня состоялся заезд участников Международного саммита молодых парламентариев МАГАС-2018. В ближайшие 2 дня участников ждет насыщенная программа. Ну а сегодня для них провели экскурсию по мемориалу памяти и славы. Подробности у Амины Боковой. Македония, Африка, Франция и, конечно же, Россия. На международный саммит молодых парламентариев съехались участники из совершенно разных уголков мира. Но всех их объединяет одно – желание своим трудом и инициативами изменить окружающий мир в лучшую сторону. Алиса Прибавкина – депутат молодежного парламента Свердловской области. В первую очередь от форума ожидает наладить взаимосвязь между всеми молодежными законодательными органами страны. И хоть молодежным депутатом является всего лишь 2 месяца, у девушки уже есть свои проекты. В основном это у нас работа с младшим поколением. Нам важно взаимодействовать и найти точки соприкосновения для дальнейшего роста, для дальнейшего общения, продуктивной работы. Все-таки важно понимать, с кем нам работать и как, сойтись мнениями. Сразу после размещения в гостинице гости саммита отправляются на экскурсию по главным достопримечательностям Ингушетии. Первая точка – мемориал памяти и славы. Экскурсия начинается с барельефа вхождения Ингушетии в состав России. Дальше посетители встречают колоннады, у которых установлены мемориальные плиты с именами 36 ингушей, георгиевских кавалеров. 9 кавалеров золотого георгиевского оружия и 4 кавалера георгиевского креста 4-й степени. Карина Дакшокова представляет молодежный парламент Кабардино-Балкарии. Также девушка является руководителем республиканского отделения организации «Молодая гвардия» и «Единая Россия». Но своим главным достижением она считает победу на 10-м всероссийском конкурсе молодежи «Моя законотворческая инициатива». В рамках направления «Социальная политика» девушка выступила за восстановление звания «Мать героини Российской Федерации», за что была удостоена знаком отличия «Депутатский резерв Российской Федерации». Город Магас, он безумно красивый. Рядом с нашей гостиницей очень много новых зданий, которые прям очень современные, хорошая инфраструктура. Посмотрели здания библиотеки, очень красивые, там парк рядом. Я под большим впечатлением на самом деле. Я думаю, я здесь не последний раз, и теперь буду уже приезжать почаще. Следующий экспонат – паровоз серии Л-2046 и вагон-теплушка. Точные копии тех, в которых когда-то депортировали ингушей. Исторические события, которые пережил ингушский народ, сильно впечатлили Ахмеда Дарара из Африки. Молодой человек изучает международные отношения в Российской академии государственной службы и народного хозяйства. Ахмед давно мечтал посетить Северный Кавказ. И Ингушетия – первая республика, которую он увидел. Тут очень красиво. С первого момента, как я оказался в городе Магас, мне очень сильно все понравилось. Особенно центр города. Меня сильно удивили остановки. Это вообще целая библиотека, где можно сидеть и ждать автобус. Такими остановками может похвастаться далеко не каждая страна. А вот Дарко Тодоровский представляет Республику Македония, город Дельчево. Сейчас он учится в одном из московских вузов. Ну а в родном городе Дарко занимается вопросами, связанными с развитием горного спорта, а именно альпинизма.
Я первый раз в Ингушетии, мне сразу понравилось. Даже с борта самолета, когда смотрел на горы, вообще я, как человек, который любит горы, для меня это было очень здорово. Я про Ингушетию слышал и знал, потому что в Москве у меня есть знакомые, которые там из Ингушетии. А в первую очередь про Ингушетию на Балканах мы знаем через ваш президент Евкуров, который был у нас на Балканах. На Косово, когда была там ситуация, война на Косово, тогда была русская миротворческая миссия на Косово, которую возглавлял ваш президент Евкуров. Там надо было, чтобы зашли контингент НАТО. Но русские под водством Евкурова зашли из Боснии и Герцеговины, опередили их и заняли военный аэропорт Слатина, который очень важное стратегическое местоположение имеет на Косово. И так всех на Балканах, особенно в Сербии, там, Черногории и часть Македонии считают Евкуров как герой. МАГАС-2018 – первый в СКФО молодежный саммит, представляющий собой социально-образовательный проект, направленный на повышение конкурентоспособности лидеров молодежных структур иностранных государств и регионов России. У нас завтра запланировано открытие, где будут представители парламентаризма, в целом видные политики как нашей республики, так и на федерального уровня. Ребята смогут их послушать, задавать свои вопросы и перенимать опыт. Следующее у нас запланировано проведение политические игры, проведение тренингов с участием, которые будут вести эксперты федерального уровня. Уже завтра участники саммита познакомятся с составом и структурой нашего парламента, узнают историю ингушского парламентаризма, которая началась в далекой древности, с Народного совета старейшин. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров в Магасе посетил пункт проведения диспансеризации населения врачами Федерального медико-биологического агентства. По его словам, он вместе со своей семьей систематически проходит обследование в медицинских учреждениях и призывает к этому же жителей республики. Глава отметил, что забота о здоровье нации является приоритетным направлением. Именно поэтому региональная власть работает на улучшение общих показателей. Миссия, с которой врачи ФМБА приехали в Ингушетию, хорошая. Специалисты охватили все, даже самые отдаленные населенные пункты республики, провели обследование и выявили первичные диагнозы у порядка 1000 человек. Юнусбек Евкуров поблагодарил Владимира Уйбу за работу и сказал, что это был хороший опыт для врачей и помощь жителям Ингушетии. На пункт проведения диспансеризации населения глава привел и своих детей, где они прошли первичный осмотр. Надо обследовать? Обязательно, а как же? Все. Врачей не боитесь? Нет. А? Нет? Детей. Точно? Детей. Да. Со всеми там очередь, все как положено. Специалисты Федерального медико-биологического агентства, прибывшие в Ингушетию в конце марта для содействия Минздраву региона в проведении диспансеризации и вакцинации населения, обследовали более 15 тысяч жителей республики и привили 1300 человек, в том числе детей. Со 2 по 26 апреля они оказали помощь врачам республики в проведении профилактических медицинских осмотров населения, диспансеризации взрослого и детского населения. В первую очередь их усилия были направлены на первичное выявление заболеваний. В аэропорту Магас сегодня встречали ингушского дзюдоиста Абу-Муслима Парчиева. Он выиграл Кубок Европы, одолев в финале российского товарища. Особенно сложно дался бой за выход в финал с эстонским дзюдоистом. Проходил чемпионат в Чешской Республике. Победа на Кубке является путевкой на чемпионат Европы, к которому и будет готовиться Абу-Муслим в ближайшее время. Тренер отмечает усердие и целеустремленность воспитанника. Абу-Муслим у меня тренируется уже 8-9 лет. Все это время, на протяжении всего времени, он тренировался усиленно, трудолюбивый, хороший мальчик, воспитанный. Никаких таких замечаний. В принципе, постоянно выполнял все задания, которые я давал ему. Может, еще от себя дополнительно там работал после тренировки. Достойно, нормально, хорошо отборолся. В принципе, выполнял все установки.
Хранить светлую память о ветеранах войны – священный долг подрастающего поколения. За спиной Хусейна Хамхоева, прошедшего всю Великую Отечественную, немало кровопролитных сражений. За мужество и храбрость он был удостоен орденов и медалей. Ветерана уже давно нет с нами, но память о нем хранят потомки. О судьбе мужественного защитника Отечества расскажет Хади Добриева. В кругу семьи Хамхоевых часто говорят о войне, или скорее о человеке, который когда-то смотрел в небо, мечтая видеть его мирным. Говорят о нем с улыбкой на губах или с дрожью в голосе. Хусейн Хамхоев был призван на военную службу в Красную армию в феврале 40-го, служил в 599-м стрелковом полку 45-й стрелковой дивизии, что сражалась с врагом под Смоленском и Рославлем. Почти весь военный путь Хусейна расписан в этих документах. Орден Отечественной войны второй степени, медаль партизану войны, медаль Жукова. В документах Хамхоева и справка белорусского штаба партизанского движения, которая гласит: в боях за советскую родину партизан Хамхоев Хусейн Мусаевич был тяжело ранен 2 ноября 43-го. Часть дивизии была отрезана и оказалась на захваченной территории. В составе групп, выходивших из окружения, был и Хусейн Хамхоев. Вырвавшись из вражеского кольца, группа влилась в партизанский отряд номер 8, действовавший в Витебской области. В июле 44-го бригада, в которой воевал Хусейн Хамхоев, воссоединяется с Красной армией. С 8 августа 44 по 11 марта 45 он служил бойцом истребительского батальона при Молодечнинском РО НКВД. В составе Красной армии воевал до конца войны. Демобилизовался лишь в 1946 году. После войны Хусейн Хамхоев долго искал семью, как ему на тот момент казалось, в огромном Казахстане. Тем временем братья, сестры и родители молились о возвращении Хусейна. Семья воссоединилась лишь в 47-м. Каким же счастливым оно было. Лидия Хамхоева, племянница Хусейна, редкие истории своего дяди записывала в отдельную тетрадь, об утрате которой жалеет до сих пор. В юности Лидия танцевала и пела в ансамбле. Ее частым слушателем был дядя Хусейн. Они все за столом вокруг сели, а я становлюсь вот так на краю стола и пою ему песню: «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боя взять Приморье белой армии оплот». Он такой довольный был. Потом он говорит: «Лида, спой мне Катюшу песню». Ладно, говорю, Катюшу спою. Вот ему это нравилось всегда. После возвращения из Казахстана на историческую родину Хусейн Хамхоев поселился в Тихом Яндаре. Одна из улиц села названа в честь ветерана. Ранее она звалась Самарской. Символично, что ее пересекает улица Свободы, той, что была отвоевана у врага. Какой ценой, вспоминать фронтовики обычно не любят. Еще до войны Хусейн Хамхоев посвятил себя педагогическому поприщу. После школы он окончил аграрный техникум, поступил на рабфак во Владикавказе, а затем окончил дополнительно учительские курсы. В довоенные годы работал учителем в селе Ахкиют, а после в Яндаре. Хасан Султыгов отлично помнит, как перед 7-летними ребятишками появился их первый учитель. До сих пор зовет его по имени и отчеству. Хасан пошел по стопам своего преподавателя и сам теперь преподает историю и обществознание. В их школьной библиотеке до сих пор хранятся копии документальных материалов о партизане не в военном мундире, а простом учителе в окружении своих учеников. В последующем я узнал, что этот человек обладает таким характером и такой силой воли, что он сумеет повести себя должным образом
и на школьном уроке, и на фронтах войны. В течение многих лет преподавательского труда человек войны пытался вложить в будущее поколение, пожалуй, самое важное, что должно быть в человеке. Ушел из жизни ветеран 10 лет назад. Это была плеяда людей, которая испытала на себе все тяготы жизни. Это были люди, которые знали цену добру и злу. Главное, чему они учили различать, видеть грань. Ярдихдаху, ярмудаху. Угнят води и раздолжбаха, угнят валю, диазгану. Вот эту заповедь началась. Конечно, и при этом это были люди, которые не очерствели душой. Для них Родина – это было настоящее понятие. Хати Добрива, Лейла Гайсанова, Залина Магушкова, Новости 24. Потомки ветеранов, молодое поколение не забывает героические подвиги защитников Отечества. По всей России проходит акция «Георгиевская лента», уже ставшая традиционной. Начинается она за 2 недели до главного праздника страны – Дня Победы. В канун праздника активность в раздаче двухцветных лент проявляют и ингушские волонтеры. О патриотической акции Зарема Евлоева. Начало этой акции было положено в год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2005 году. Именно тогда на улицах российских городов впервые появились черно-оранжевые ленточки. За это время она стала не только всероссийской, но и международной. Амина Балаева считает, что такая акция – это способ еще раз сказать спасибо ветеранам. Буквально вчера я видела, как волонтеры ходили, раздавали георгиевские ленты. Я считаю, что надо носить георгиевские ленты. Они украшают одежду. Это в первую очередь символизирует нашу победу. И для меня, лично для каждого из нас должно быть считаться символом того, что мы вносим какую-то частичку себя, надежду именно в эту победу. Всего в регионах организовано более 1000 точек, где планируется выдать около 3 миллионов черно-оранжевых лент. Принято считать, что 3 оранжевые полосы означают пламя, а 2 черные – дым. Эта лента обтягивала колодку Ордена Славы, который считался исключительно высокой воинской наградой. Для всего народа это символ того, что наши отцы и деды недаром положили жизни, чтобы мы жили мирно и счастливо. Дань уважения, получается, нашим предкам, дедам, за то, что они воевали. Акция с каждым годом становится все масштабнее. Георгиевская лента – один из наиболее узнаваемых символов и главных атрибутов победы. Цвета георгиевской ленты: черный означает дым, а оранжевый – это пламя. И также я считаю, что ее нужно носить в знак того, чтобы в знак памяти и уважения к солдатам, павшим за нашу Родину. И чтобы мы помнили и не забывали Великую Отечественную войну и помнили о том, какой ценой она досталась нашим предкам. Акция памяти продлится вплоть до 9 мая. Ее цель – донести до каждого важность победы и не дать забыть, какой ценой она одержана в самой страшной войне человечества. Зарема Евлоева, Лариса Аздоева, Новости 24. Сейчас прервемся на короткую рекламу, а вот что вы увидите во второй части выпуска. Травмы, несовместимые с жизнью. В Газиюрте произошло ДТП со смертельным исходом. Проблемы есть, но все они решаемые. В сельском поселении Ашты прошел сход граждан. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41.
Продолжаем выпуск. ДТП со смертельным исходом произошло накануне на федеральной трассе «Кавказ». Водитель ВАЗ-2109 выехал с прилегающей территории на главную дорогу, в результате чего произошло столкновение с КАМАЗом. От полученных травм водитель легкового автомобиля и пассажир скончались на месте. В результате столкновения КАМАЗ перевернулся. Его водитель не пострадал. По предварительным данным, виновник дорожно-транспортного происшествия является водитель ВАЗ-2109. Пока мы водителя не установили, там сидели два человека, пассажир и водитель. Но конкретно, кто являлся водителем данного транспортного средства ВАЗ-2109, пока мы устанавливаем, неизвестно, в связи с гибелью данных людей. Вот. Мы сделали забор крови на состояние алкогольного опьянения. Хотим узнать, были они в состоянии алкогольного опьянения или в трезвом состоянии. Вот. По данным фактам нами проводятся все разыскные мероприятия, оперативные мероприятия для того, чтобы установить водителя дорожно-транспортного происшествия, но кто являлся данным дорожно-транспортного происшествия водителем. Проблемы с низким напряжением электричества, отсутствие водоснабжения, проблема с общественным транспортом. Какие вопросы волнуют жителей сельского поселения Аршты, обсудили на сходе граждан. Все чаяния местные и районные власти выслушали и взяли на контроль. Зарема Ивлоева расскажет. Аршты расположена почти на границе с Чечней. Это самое отдаленное сельское поселение Сунжинского района. По данным местных властей, на сегодняшний день здесь проживают почти 700 человек, большинство из которых занимаются скотоводством и сбором черемши в сезон. В этом году здесь начато строительство долгожданного дома культуры. Позитивным изменениям местные жители рады, но пока проблем в селе все-таки больше. Первый и, пожалуй, самый наболевший вопрос – это отсутствие воды. Это сказывается не только на бытовых вопросах, но и на учебном процессе. Из-за того, что у нас нет воды, в школе нет столовой, есть у нас дополнительные кружки разносторонние, и нам приходится отправлять детей, чтобы они пообедали. Мы ждем их до 2-3 часов, и потом дети у нас задерживаются. Как отмечает сам глава поселения, в Аршты две извечные проблемы – это дороги и вода. Первый вопрос снят. Новую дорогу проложили несколько лет назад. Да вот только с водой ВОЗ и ныне там. У нас воды, вообще водоснабжения не было. В советское время было проложено по центральной улице одна труба, и грунтовые воды собирались в каптажник, и оттуда в день раз их открывали, и вот люди могли оттуда брать воду. А остальную воду они брали, у них были колодцы и привозная вода. И до сих пор вот это все у нас до сих пор продолжается. Но по поручению главы в прошлом году в нашем селе пробурена скважина, нашли воду артезианскую. Воду нашли, но пока эта скважина по непонятным причинам законсервирована. Как объясняют местные власти, проблема сейчас в финансировании. Для того, чтобы вода зажурчала в каждом дворе, необходимо около 18 миллионов рублей. Глава района рассказал о том, что село может войти в программу Роснефти по улучшению водоснабжения. Также появился спонсор, который готов взять часть расходов на себя. Еще один вопрос – электроснабжение. Из-за слабого напряжения у местных жителей техника часто выходит из строя. Проблема в том, что линия электропередач проходит через лесной массив, перекинуть которую дело тоже затратное. Пока решили установить дополнительный трансформатор. Вопрос трансформатора, я им и сказал, что этот трансформатор я лично, как гражданин, решу и сделаю, если это вопрос трансформатора. Это не вопрос. Я его сразу снял с повестки. Также жители села не так давно узнали, что с рейса снимается автобус, связывающий ближайшие села. С Антаха позвонили и сказали, что наш автобус снимают с рейса и переводят на рейс через Нестеровку, Чемульгу, Аршты. Жители села, вот здесь сидят многие. И мы это знаем, что это невозможно, чтобы общественный транспорт ходил вот от Чемульги до Арштов. Зимний период, тем более, один раз утром посыпается песком, все. А если в обед снег пойдет? Этот вопрос на контроль взял Исаха Шигульков. Также письмо с просьбой оставить прежнее расписание автобусов направлено в Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики. В конце встречи представители власти напомнили местным жителям о необходимости вовремя оплачивать коммунальные услуги. Зарема Ивлоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.
В Магасе прошло заседание Конституционного суда республики по запросу Совета депутатов городского округа Сунжи. Заявитель оспаривает конституционность статьи Закона Республики Ингушетия от 28 июня 2009 года номер 24 РЗ о муниципальных выборах в Республике Ингушетия. Часть 4 этой статьи устанавливает, что при проведении выборов депутатов городского округа применяются две избирательные системы. При этом части 2, 3 и 6 той же статьи при проведении выборов в сельских поселениях разрешается выбирать из 3 избирательных систем. Дело рассматривалось коллегиально в составе председателя суда Аюпа Гагиева и 2 судей. У заявителя, у Сунжского городского совета вызывает неопределенность, по их мнению, в этих нормах закона имеется неопределенность, поскольку для городских поселений устанавливается выбор из 2 избирательных систем, а для сельских поселений допускается больше выбор, то есть 3 избирательные системы, то есть какую выбрать из них. Вот исходя из этого, из того, что они усмотрели в этих нормах закона неопределенности, они просят Конституционный суд проверить их на соответствие с Конституцией Республики Ингушетия. Владимир Путин подписал закон, устанавливающий преимущественное право на получение разовой соцвыплаты для экс-сотрудников органов внутренних дел, имеющих детей с инвалидностью. Сотрудники, уволенные со службы в ОВД с правом на пенсию, состоящие на учете в качестве имеющих право на получение единовременной соцвыплаты и имеющие 3 и более детей, и другие категории имеют преимущественное право на предоставление им единовременной социальной выплаты. Напомню, соответствующий проект был внесен в Нижнюю палату парламента в марте прошлого года депутатами от фракции «Справедливая Россия». В Назране продается самое дешевое дизельное топливо. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики. Средняя потребительская цена топлива в городе составляет 33 рубля 74 копейки. Стоит отметить, что только за минувшую неделю средняя потребительская цена на бензин выросла на 14 копеек, и рост стоимости топлива наблюдался почти во всех субъектах страны. Таким образом, за 1 литр этого топлива автомобилистам придется платить около 40 рублей 9 копеек. Показатели рождаемости в регионе, несвоевременная диагностика заболеваний, эти и другие важные вопросы вошли в повестку 4-й межрегиональной научно-практической конференции «Репродуктивное здоровье семьи». Встреча прошла на базе научной библиотеки Ингушского госуниверситета. В конференции приняли участие врачи из различных регионов России. Репортаж Мадины Пугоевой. Дисфункция тазового дна, широкий диапазон возможностей или отсутствие единого взгляда, кто виноват в страданиях женщин? Ответ на этот вопрос кроется в докладе Евгения Щербатых, которая в первую очередь сетует на халатное отношение пациенток к своему здоровью. Вместо того, чтобы обратиться за помощью к врачам, многие предпочитают искать ответы в интернет-ресурсах, хотя своевременная диагностика, а впоследствии лечение были бы более эффективны, уверена кандидат медицинских наук. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются именно беременные женщины. Способствующие факторы, развивающие дисфункцию тазового дна, это беременность, избыточная масса тела, расстройство кишечника, физическая нагрузка. К провоцирующим факторам относятся роды, повреждение тазовых нервов, мышц тазового дна, хирургические вмешательства на органах таза, лучевые поражения. К декомпенсирующим относятся возраст, атрофия тканей, истощение и некоторые лекарственные препараты. Если говорить о рождаемости в Ингушетии, то за последние годы этот показатель стал снижаться. И хотя сейчас он ниже, чем был, к примеру, 4 года назад, количество новорожденных на 10 тысяч населения в республике уже сейчас больше, чем в СКФО и в стране в целом. Такую статистику привела кандидат медицинских наук Зарета Гатагажева. Благодаря открытию перинатального центра удалось снизить младенческую смертность, а женская консультация с кабинетом скрининга позволяет вовремя выявить недуг и провести лечение. В этом направлении очень много докладов сегодня будет у нас подготовлено и доложено. Я думаю, что это будет в помощь нашим практикующим акушерам-гинекологам, а также онкологам и врачам общей практики, которые сегодня приняли участие в нашем сегодняшнем научной конференции. Как именно остеопороз может влиять на здоровье женщины и какие осложнения могут быть у пациенток с эндокринной патологией? Это и многое другое даже для врачей со стажем ценная информация, которая может послужить хорошим подспорьем в их дальнейшей работе. Немало нового для себя узнала и Светлана Хашагульгова, которая принимает участие в этой ежегодной научно-практической конференции уже в 4-й раз. Рандомизированные клинические исследования, проведенные по всем вопросам, они освещаются сегодня. То есть, естественно, каждый регион
представляет какой-то уникальный опыт в том или ином вопросе, который пригодится нам, нашим практикующим врачам нашей республики. Впереди у участников межрегиональной конференции еще более насыщенные и интересные доклады. Гостям расскажут о медикаментозной коррекции дефицита железа в организме. Препараты для беременных женщин подбираются индивидуально в зависимости от стадии запущенности заболевания, от веса и других факторов. А наличие симптоматики определяет необходимую дозу лекарств. Если же имеется явная клиника, снижение уровня гемоглобина до ниже 90 грамм на литр, тогда мы используем препараты железа с высокими дозами в полной рекомендуемой дозе. Восполнить дефицит железа в организме можно и в домашних условиях. Для этого достаточно сделать выбор в пользу продуктов, богатых этим химическим элементом. Индейка, курица, кролик и телятина. Продуктов растительного происхождения в этом списке тоже немало. Это и многое другое в своих докладах участникам конференции рассказали спикеры из различных регионов страны. Когда собираются доктора, которые работают в различных учреждениях, различных субъектов, у них, несомненно, помимо тех докладов, которые имеются, есть дискуссионные вопросы, обсуждения в перерывах, и это дает свой определенный положительный результат в дальнейшей работе любого доктора. Около 150 делегатов, десяток докладов и 2 дня на обсуждение самых актуальных вопросов. Ведущие врачи из соседних регионов вместе с ингушскими докторами в очередной раз обменяются накопленным за годы работы опытом, что в свою очередь скажется на повышении квалификации каждого из них. Мадина Пугоева, Султан Булгучев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.